30 июня 1941 года во Львове была провозглашена государственность Украины, украинское государство, Ярославский сколько это провозгласил, тогда была доминирующая идея, что вот Украина должна стать частью новой Европы, говорили. Вот Гитлер создает новую Европу на европейском пространстве. Новая Европа, тоталитарная, авторитарная Европа. Украина тоже мыслилась как часть этой Европы. Вот. И лидеры организации украинских националистов всячески пропагандировали, что они будут частью новой Европы. Вот. И 1 июля 1941 года Степана Бандеру пригласил к себе один из немецких чиновников в Кракове, Кунт, и который сказал: вот, нам очень приятно, что вы себя осознаете частью Европы, нашими партнерами, вот, но по военной терминологии, военно-политической терминологии, мы не ваши партнеры, мы завоеватели советских территорий, в том числе и Украины. Это было сказано прямо, задокументировано, практически есть документы, которые говорят об этих словах. Вот, то есть были расставлены все точки над «и». Если посмотреть заявление прошлой недели, то можно увидеть, что на самом деле история повторяется. Когда Сариуш-Вольский, один из евродепутатов, представитель Польши, человек, который много сделал для того, чтобы Польша стала членом Евросоюза, выступая с трибуны в Европарламенте, заявляет о том, что в Украине, при украинском правительстве необходимо создать так называемый Евроофис из 300-400 человек, вот, у которого было бы исключительное право, например, увольнять министров, вот, только за то, что министры не выполняют соглашение об ассоциации или ненадлежащим образом выполняют. Вот вопрос у меня возникает: а что это такое, вот, если не прямой вызов Конституции Украины? 85-я статья, которая пункт 12 говорит прямо, что увольнять министров и назначать министров — прерогатива Верховной Рады, но никакого Евроофиса.